Доброе утро, дорогие первоклассники! Здравствуйте, уважаемые родители! Мы продолжаем наши уроки. Сегодня урок проведу я, Наталья Сергеевна, учитель гимназии номер 3. Сегодня с нами работает переводчик русского жестового языка Алина Николаевна. Итак, приглашаю вас на урок чтения. Девизом сегодняшнего урока предлагаю выбрать четверостишие. С добрым утром начат день, первым делом гоним лень. На уроке не молчать, всем работать, отвечать. Мне очень важно ваше мнение. Помните, вчера мы говорили о том, как отличить научно-популярный текст от художественного. Давайте потренируемся и прочтем текст, который называется «Кошка». Кошка – домашнее животное, одно из наиболее популярных домашних животных. Кошки – млекопитающие и плотоядные животные. За способность уничтожать грызунов люди ценят кошек около 10 тысяч лет. В настоящее время в мире выведено около 256 пород кошек. Самая первая порода кошек появилась в Египте. Кошки распространены по всему миру. Определите, пожалуйста, это научно-популярный текст или художественный? Вспомните, о чем мы говорили вчера на уроке. Я уверена, что вы сказали, что этот текст научно-популярный. Давайте вспомним, что говорит нам учебник. Научно-популярное произведение содержит научную информацию и предназначен для читателей, которым интересно узнать что-то новое о природе, человеке и мире. Нельзя понять отношение автора к описываемым явлениям. А следующий текст тоже называется «Кошка». Написала его моя ученица. Послушайте, пожалуйста. У меня дома живет маленькая беленькая кошечка по имени Ласка. У нее голубые глаза, черные ушки и черный хвост. Ласка любит бегать и прыгать. Ласка очень умная кошка. Она лапой может открыть дверь. В Новый год мы поставили дома елку. Ласка тоже очень обрадовалась. Она весело раскачивала новогодние шары на нашей елке. Вот такая у меня кошка. Как вы думаете, можно ли назвать этот текст художественным? Послушайте, пожалуйста. Художественное произведение изображает предмет с помощью слов. Писатель или поэт создает образы, и мы можем понять его отношение к герою или событиям произведения. Читая художественное произведение, мы сопереживаем герою. Итак, вы заметили, как моя ученица относится к своей кошке? С какой любовью и заботой она рассказывает нам о забавах со своей кошкой. Итак, мы с вами определили стиль двух текстов и предлагаю вам познакомиться с замечательным стихотворением.
Кто любит собак? Роман Сев. Кто любит собак или прочих животных, серьезных котят и щенков беззаботных, кто может любить и козла, и осла, вовек не сделает зла. Вы уже догадались, что сегодня мы будем говорить о животных, о любви к ним, о заботе о них, и будем делиться радостью от общения с нашими меньшими братьями. Предлагаю вам познакомиться с замечательным автором. Знакомьтесь, Сергей Владимирович Михалков. Удивительный человек. Поэт, военный корреспондент, драматург, писатель. Он посвятил свою жизнь созданию детских книг, сценариев и мультипликационных и художественных фильмов. Его стихи, басни, мультфильмы наизусть знают и взрослые, и дети. А еще Сергей Михалков является автором гимна Российской Федерации. Вот какой удивительный человек. Вы готовы прочитать стихотворение? «Трезор» написал Сергей Михалков. На дверях висел замок, в заперти сидел щенок. Все ушли, и одного в доме заперли его. Мы оставили Трезора без присмотра, без надзора, и поэтому щенок перепортил все, что мог. Разорвал на кукле платье, зайцу выдрал шерсти клок, в коридор из-под кровати наши туфли уволок. Под кровать загнал кота. Кот остался без хвоста. Отыскал на кухне угол, с головой забрался в уголь, вылез черный, не узнать. Влез в кувшин, перевернулся, чуть совсем не захлебнулся и улегся на кровать спать. Мы щенка в воде и мыли, 2 часа мочалкой мыли. Ни за что теперь его не оставим одного. Ответьте, пожалуйста, на вопросы. Понравилось ли вам это стихотворение? Думаю, что понравилось. А чем? Возможно, кто-то скажет, что весело было читать о проказах маленького забавного щенка. А кому-то понравилось, чем дело закончилось. Кто главный герой произведения? Щенок Трезор. Обратите внимание, какая кличка у этого щенка. Трезором, наверное, назвали собаку, которая вырастет очень крупной. С кем остался щенок? Вы помните, что сложились так обстоятельства, что все ушли и оставили щенка одного дома. Почему Трезор стал все портить? Уверена, что каждый из вас догадался, ему просто стало скучно, и щенок пока не понимал, что он делает неправильно. Прочтите строки, в которых рассказывается, что натворил щенок. В каком темпе будем читать? Думаю, что читать надо
достаточно быстро для того, чтобы показать, что Трезор совершал свои проделки быстро. Мы оставили Трезора без присмотра, без надзора, и поэтому щенок перепортил все, что мог. Чуть-чуть ускорим темп. Разорвал на кукле платье, зайцу выдрал шерсти клок, в коридор из-под кровати наши туфли уволок, под кровать загнал кота. Кот остался без хвоста, отыскал на кухне угол, с головой забрался в уголь, вылез черный не узнать. Влез в кувшин, перевернулся, чуть совсем не захлебнулся и улегся на кровать спать. Вот сколько дел переделал щенок, причем сам себе их и придумал. Как поступили хозяева щенка? Давайте прочитаем. Мы щенка в воде и мыли, 2 часа мочалкой мыли. Ни за что теперь его не оставим одного. Счастливый ли конец у этой истории? Конечно, мы видим, что и хозяева щенка, и сам щенок не пострадали, а хозяева с заботой и любовью ухаживали за своим щенком. И еще хочется сказать, что вывод, который сделали хозяева, мне очень нравится. Можно ли было предположить, что конец истории будет другой? Конечно, ведь хозяевам не понравиться могло все, что наделал щенок. Могли щенка даже и наказать. Но как хорошо, что этого не случилось. Подумайте, какими мыслями с нами хотел поделиться автор стихотворения. Сергей Михалков рассказал нам историю весело, но мы поняли, что автор с заботой и любовью относится к животным и советует нам в конце своего стихотворения: ни за что теперь его не оставим одного. Если мы с вами, друзья, взяли в дом щенка, котенка или какое-то другое домашнее животное, мы должны понимать, что животному рядом с нами должно быть жить комфортно, а нам общаться со своим домашним питомцем должно быть приятно. Но в этом есть свои секреты и свои правила. Предлагаю прочесть это стихотворение еще раз. Трезор. Сергей Михалков. На дверях висел замок, взаперти сидел щенок. Все ушли, и одного в доме заперли его. Мы оставили Трезора без присмотра, без надзора, и поэтому щенок перепортил все, что мог. Разорвал на кукле платье, зайцу выдрал шерсти клок, в коридор из-под кровати наши туфли уволок, под кровать загнал кота. Кот остался без хвоста, отыскал на кухне угол, с головой забрался в уголь, вылез черный не узнать.
влез в кувшин, перевернулся, чуть совсем не захлебнулся и улегся на кровать спать. Мы щенка в воде и мыле, 2 часа мочалкой мыли. Ни за что теперь его не оставим одного. Вот такое замечательное стихотворение подарил нам Сергей Михалков. Посмотрите, пожалуйста, на экран. Сергей Владимирович Михалков обращается к детям. Послушайте. «Я к вам обращаюсь, товарищи дети. Полезнее книги нет вещи на свете. Пусть книги друзьями заходят в дома, читайте всю жизнь, набирайтесь ума». Прислушайтесь, дорогие первоклассники, к совету Сергея Михалкова. Читайте, будьте грамотными. Книги – уникальная кладезь мудрости. Наш урок закончен. Отправляйтесь на переменку.